принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, об обстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, за последние сутки зарегистрировано 122 новых случая коронавирусной инфекции. И если в столице нашей республики сохраняется 65 новых зарегистрированных случаев, необходимо обратить внимание, что основной акцент сегодня непосредственно связан с увеличением количества случаев в улусах республики. И прежде всего наше увеличение связано с окончанием первой стадии отпусков у граждан республики и их возвращения. В Алданском улусе зарегистрировано 8 новых случаев, в Сунтарском 6, в Мирнинском и Хангаласском по 5, 4 случая зарегистрировано в Татинском и Чурапчинском улусах. По 2 случая зарегистрировано в Вилюйском, Нерингринском, Нюрбинском улусе 3 случая, и в Павленском, Мегино-Кангаласском, Намском и Алюкминском по 2 случая. По одному случаю, по одной фиксации заболевших имеется в Амгинском, Верхоянском, Мовском, Нижнеколымском, Тамфонском, Усьмайском, Алданском и Вено-Батантайском улусах. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание, что анализ случаев, которые сегодня фиксируются в районах республики, связан прежде всего с завозом этих случаев как из города Якутска, так и вне республики соответственно, гражданами, которые при своем переезде не соблюдали правила, установленные указом главы Республики Саха-Якутия. Хотелось бы обратить внимание и напомнить о следующих позициях. В случае непосредственно выхода на работу после отпуска в обязательном порядке при приезде в само муниципальное образование из другого муниципального образования, из другого субъекта Российской Федерации, при возвращении из отпусков, при длительном вашем нахождении в другом месте, в обязательном порядке сдайте ПЦР, проверьте свое состояние здоровья для того, чтобы не создавать угрозу для жителей того или иного муниципального образования, для своей семьи, для своего коллектива, в котором вы работаете. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в районы республики начали приезжать, соответственно, граждане, которые приезжают на охоту, на рыбалку. Необходимо обратить внимание, уменьшить количество контактов, которые данные люди непосредственно осуществляют на территории муниципального образования. В ряде северных улусов уже идет фиксация привоза именно, соответственно, инфекции в эти улусы, которые достаточно давно простояли, в общем-то, достаточно чистыми от коронавирусной инфекции, именно завоза такого характера. Лабораториями республики и Роспотребнадзора, как федеральными лабораториями, осуществляется дальше проведение лаборатории. Остается за сутки у нас федеральная норма. 2716 исследований проводится в целом, соответственно, за сутки в республике и за прошедшие в том числе. На настоящий момент для граждан республики продолжается вакцинация, как и по всей стране. Для граждан республики доступны 3 вида вакцины. Это Эпивак, это, соответственно, вакцина, которая производства Вектора, и, соответственно, у нас поступил Спутник Лайт. Необходимо обратить внимание, что Спутник Лайт сейчас есть в доступе только в поликлиниках города Якутска. При поступлении будет направлен он в том числе и в районы республики. Относительно Спутника Лайт обращаю ваше внимание на то, что он может быть использован гражданами как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации тем, у кого наступил срок по истечении 6 месяцев с момента первой прививки. Это у нас были отдельные группы населения, прежде всего медицинские работники. Поэтому, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, у нас наступает второй этап периода отпусков. При выезде из отпусков следите за тем режимом непосредственно санитарно-эпидемиологическим, который существует в месте вашего отдыха, потому что для ряда субъектов Российской Федерации установлены ограничения, связанные с нахождением на территории при отрицательном ПЦР-тесте или при наличии вакцины, а также непосредственно возвращаясь из отпусков, помните о том, что вы можете принести вирус в семью и, соответственно, испортить окончание отпуска для всех. Поэтому всем здоровья и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Мать и ребенок погибли при пожаре. Расскажем подробнее о происшествии. Спортсмены-добровольцы отправились на тушение пожаров в Горный Улус. В Уснере полным ходом идет программа переселения из аварийного жилья.